Всем доброго времени суток. Я хочу рассказать об одном проекте, куда я решил действительно вложиться. Зарегистрирован был в нем давно, уж почти, нет, уже даже год, наверное, да, почти год я в этом проекте все присматривался, ждал, когда же грохнется этот проект, и он все живет и живет уже 2 года. Это инвестиционная игра, многие знают эту систему. Я решил выбрать Taxi Money и вложиться в эту систему по одной причине. Дело в том, что присматриваясь к этому сайту, к этому проекту, бизнес-проекту, я все же полагаю, что это один из наиболее грамотных, на мой взгляд, предложений для тех, кто как-то хочет зарабатывать на инвестициях. Я бы употребил это слово инвестиции. Хотя под этим можно понимать разное, но все же я решил употребить вот это выражение. Taxi Money – известная игра, инвестиционная игра. Почему же в данном случае этот сайт выделяется из своих аналогов? Первое, что я хочу отметить, конечно, здесь, в общем-то, труд программистов, он виден, и труд наверняка не одного программиста, это команда работает. Дело в том, что тут не только привлекают деньги, но и предлагают разные даже игровые ситуации. Ну, например, Анклав, можно просто поиграть и развлечься, в данном случае быстрая гонка. Для тех, кто любит как-то провести время, здесь предлагается реальная игра на виртуальные деньги. В данном случае это все можно, в общем, проигрывать и выигрывать, и проигрывать, да, ну и каким-то образом провести время в этой небольшой такой гоночной игре. И тут начисляются кредиты виртуальные, репутации и все такое. И если кому интересно, потом сами зайдете и попробуете. Дальше предлагается еще, это проект, вы видели, чтобы сделать такой сайт, анклав с такой системой. Тут, конечно, на обычном скрипте все это не сделаешь, тут нужно поработать, проще говоря. Далее. Предлагается другая система Taxi. Это система. В общем, сами видите, можно делать тут ставки. Тоже довольно-таки заманчивые дело. Кидать кости, допустим, заполнять, да. Давайте сейчас что-нибудь попробуем тут поиграть. Так, реальный счет пополнить. Пополним мы, предположим, 1 рублем. 1 рубль. Так, переходим на Taxi. DICE. И, в общем, что мы делаем? Тут можно поиграть и попытаться выиграть деньги, кинуть кости. Есть разные варианты шанс выигрыша, да. Мы сделаем размер ставки, допустим, 0,01. И размер шанса не 50%, а, допустим, увеличим на 100%. Поставим такой вариант и кидаем кости. Так. Нам прибавили, да? Мы выиграли. Еще раз. Еще раз. То есть идет так, проиграли. И в общем, что называется, тыкать. Выигрыш тут так. Так, выплата. Есть небольшой выигрыш, да, вот 102, в общем, тут
количество мы вложили рубль, а тут есть небольшой выигрыш. Это вы когда играете на 100% результате. Но если вы отодвигаете на 50%, допустим, да, то, конечно, вариант выигрыша тут уменьшается. Но зато и если выиграете, то это и больше процент можно, в общем, да, получить. Вот смотрите, уже 196 от 100. Так, дальше идем. Выигрыш. Выигрыш. Ну, в общем, выиграли какое-то количество денег, и мы их выводим. Выводим на счет. Получается на счету 1,03, да, кредитных каких-то рублей. Смысл какой? Смысл такой, что человек, то есть предлагается игра в денежки. Получится, не получится, да, выигрыш, не выигрыш. И тут есть еще по минимальной ставке, но зато смотрите, да, если вы на 0,1 играете, то выигрыш может составить 21. Да, давайте попробуем. Кинем кости. Проиграли. 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 В общем, мы смотрим, здесь идет убытие денег. Проиграли. Проигрыш. 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 Все, мы свои денежки проиграли. То есть, иначе говоря, что здесь можно наблюдать? Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, и в зависимости от ставки. Да, тут есть вопросы-ответы, можно посмотреть. С точки зрения игры тут все справедливо. Человек знает, на что идет, на какие ставки. В общем, это, конечно же, игра. А это не бизнес, сразу надо понимать. А игра — это случайность выигрыша или проигрыша. Конечно, система построена на то, чтобы организаторы, естественно, этого явления, они должны выиграть. Сами-то они должны выигрывать все время. Ну а те, кто кидает кости, мы в данном случае, мы когда-то можем выигрывать, а когда-то можем проигрывать. Когда-то можем выигрывать хорошую сумму от минимальной ставки, если повезет. Но большая часть, может быть, мы и проигрывать будем, да. Тут есть 100% результат. Допустим, если кинуть кости. Так, недостаточно средств. Давайте мы поменяем размер ставки. Допустим, да. Выигрываем. Опять выиграли. Ну и так далее. В общем, проиграли. Так, идет выигрыш. Ну, в общем, что у нас получилось? Так. Ну и, в общем, мы эти денежки, которые выиграли, выводим отсюда. Сюда, вот на счет Taximani. Я к чему? Я к тому, что данный проект предлагает разные варианты поведения для тех, кто вкладывается в эту игру. Конечно, сам проект, он построен на принципе привлечения рефералов. По сути, это финансовая пирамида, но дело в том, что здесь не совсем, то есть выплаты построены не только на том, чтобы привлечь рефералов, тут еще идут разного рода затраты. И сам проект, на мой взгляд, он построен относительно грамотно, то есть маркетинг построен грамотно. Здесь предлагается, предположим, да, при покупке машины, если у вас в гараже есть машина, предлагается апгрейд машин, допустим, да, тут денежки нужно потратить. Чтобы вывести средства, нужно иметь пассажирский счет, то есть если, допустим, вы вложитесь, скажем, допустим, вы 100 тысяч вложили, да, и вы начали зарабатывать такие суммы,
предположим, то у вас будет соответствующий пассажирский счет, и вы не всегда сможете вывести те деньги, которые у вас реально заработаны. То есть, иначе говоря, есть определенное ограничение на вывод деньги. И это означает, что нужно будет дополнительно инвестировать деньги еще. Иначе говоря, система сбалансирована таким образом, чтобы проект жил. Ну, я так понимаю. И те, кто зарабатывает, а тут можно зарабатывать в городе, предположим, да, создавать свои предприятия и так далее, и так далее. В общем, на мой взгляд, игра намного интереснее в данном случае такси, чем из подобного рода своих, скажем, коллег, да, которые организуют подобные сайты. Это инвестиционные игры. Вообще в Ялине в интернете это довольно-таки интересно на самом деле. Я думаю, что если организаторы серьезно подходят к возможностям игры, дальше не только подобный анклав можно организовать, вообще можно организовать и другие 3D игры уже. Не простенькие гоночки, а именно варианты вот реальные, да, и там тоже можно это будет раскручивать, там продажи машин и все такое и так далее. Но с реальной игрой, с обычными стратегическими играми. Ну, допустим, World of Tanks, допустим, я играю в эту игрушку, она мне нравится. Там денег не заработаешь, но зато очень приятно проводишь время именно вот в каком-то соревновании в таком духе, да, просто деньги вкладываешь в покупку танок, да. Если бы организаторы этой игры подобным образом создали бы вот, что-нибудь такое, гонки типа, да, машин, вот не такие простые гонки, а реальные такие в 3D в картинках, это было бы, конечно, супер. Возможно, они об этом что-то продумывают в этой системе. Я, например, лично организовал бы именно такую систему игр, вложился бы в такую игру, в разработку таких игр именно через эту систему. Конечно, если бы я был бы организатором подобной игры, я бы обязательно такое сделал бы. Ну, даже то, что есть, и то для меня интересно. Почему? Потому что 2 года проект уже выплачивает реальные денежки. И количество пользователей увеличивается каждым днем. В общем, уже на данный момент 333 тысячи пользователей зарегистрированы. Что еще я хочу отметить? Дело в том, что Роскомнадзор эту игру запретил. И если мы перейдем в Таксимани, да, Ростелеком, в общем, ограничение. Вы не попадете на этот сайт. Сайт был на taximania.org. Я как-то даже не знал. Дело в том, что я сюда не заходил. Но меня что привлекло? Дело в том, что после того, как запретили игру, сайт перешел на другие адреса, вот taximania.info в данном случае. В общем, ребята как бы не бросили проект, они продолжили свои услуги. И выживаемость, подобного рода выживаемость для меня признак того, что команда, вот эта команда умеет организовывать подобные проекты. Вот что меня еще убедило вот, в позитивном отношении вот, к данной игре, к данному проекту. И я решил вложиться в эту игрушку, как во времени, так и в деньгах. Я думаю, потом наверняка в городе организую еще свою собственную компанию. Наверняка куплю предприятие. В общем, и начну организовать бомбил, что тут называется, в городе. То есть организовать свой таксопарк виртуальный и начать на этом зарабатывать. Что еще хочу показать? Дело в том, что я вложился, допустим, да, и мне интересно, та ли сумма выплачивается, которую они заявили, ну, допустим, доход 733 рубля в месяц или 24 рубля в день. Давайте проверим. Я специально записываю это видео, чтобы посмотреть со вчерашнего вечера,
со вчерашнего утра, прошу прощения, с 6-7 часов где-то, я деньги не выводил из сейфа. Ну и давайте посмотрим, что сейчас у нас за сутки произошло. Это не в день 24 рубля, а за сутки заработок. И обещание идет 733 в месяц. В общем, собираем кассу. Так, и у нас получается сколько? 10 рублей, 10. В общем, да, где-то 25-42 на самом деле. В общем, тут у меня еще перебор идет. Дело в том, что я пишу уже почти 8 часов. Ну и мы теперь забрать деньги со всех сейфов. У нас получилось 27 900, так, 27 рублей, ну 28 рублей, да. Давайте мы эти деньги выведем сейчас на счет Pair. Я хочу показать свой счет в Pair. Здесь у меня 0 рублей, практически 0 рублей. И теперь будем выводить сумму 27 рублей. Pair еще высчитывает свои 5%. Так, здесь требуется прописать пин-код для вывода денег и снимаем со счета. Так, автовыплата произведена. И смотрите, история снятия денег у меня. Я снял 77 рублей, 78, 19 и 27 рублей. Давайте мы перейдем в Pair. Здесь 0. Перезагрузим. И вот выведено 24 рубля на счет Pair. Вот таким образом работает Taximani проект. И здесь можно, в общем, если вы купили машину, а у меня в гараже пока всего лишь 3 машины, 1, 2, 3 уровня. И они в общем итоге дают вот такую сумму денег. Я что еще хочу сказать по кредитам. Если вы намереваетесь серьезно заняться заработком в этой системе, то рекомендую кредиты не брать. Ну, здесь проценты большие на самом деле. Лучше сразу купить машину, ну, допустим, если вы, конечно, хотите серьезно начать, я бы рекомендовал начать со 2 или с 3 уровня. Ну, лучше, конечно, с 3. И за 3 месяца вы эту машину уже сумеете отбить. То есть можно устроиться на работу и начать дополнительно еще зарабатывать на... Там небольшие денежки, но все равно можно зарабатывать на... В общем, ну, таксовать, проще говоря. В день можно получать по 10 заказов, по 10 с лишним заказов даже. Ну, скажем, дополнительно там еще рублей, наверное, 10 можно будет зарабатывать, я думаю. 10-15, если не больше. В общем, таким образом эта система работает. Я, конечно, не полностью рассказываю и не системно. Я просто делюсь своими впечатлениями. И думаю, что практически, в общем-то, я зря потратил 330 дней, как бы ждал, смотрел. Ну, хочется, конечно, как бы проверить все, на самом деле, неохота вложиться и потом как бы сидеть и вот зачем я это все сделал, вот думать об этом. Но в данном случае меня этот проект интересует, и я думаю, что буду работать с ним до скончания, что называется, века, как моего, так и этого проекта. С вами был SIPDAY Том. До следующего видео.